отправиться в путешествие по Чувашии, не покидая ВДНХ. Такое возможно только на выставке-форуме «Россия». Чувашия, саламлат, пар, юрадат, пар. Передаю Чемушинскому району большой привет. В первый день зимы, 1 декабря, площадка в самом центре Москвы зазвучала на чувашском языке. Облачиться в национальные костюмы, пообщаться с легендарными людьми из Чувашии, жившими в прошлом столетии. Василий Иванович, в чем сила чувашского народа? Сила чувашского народа заключается в его богатой культуре. Сейчас идет представление чувашской свадьбы на сцене. Если честно, очень много народа. Дрожь по телу, все, волнение. Это было нечто. День Чувашии на ВДНХ стал одним из самых важных культурных событий года для региона. Ярко, красочно и вкусно. Необычно осознавать, что я ем язык. Растопила ли солнечная республика сердца столичных зрителей? Наш специальный репортаж из Москвы. ВДНХ. 75-й павильон. Буквально за час можно осуществить мечту – отправиться в кругосветку по России. Рюкзак паковать не обязательно, даже маршрут продумывать не нужно. Все регионы выстроились в ряд практически как на карте. В этой части площадки, например, волшебный и чарующий Дальний Восток. Чувашия же на ВДНХ расположилась рядом со своими соседями по ПФО. Наш регион узнаете из тысячи. 6-метровый арт-объект в виде девичьего головного убора тухье, состоящего из нескольких сотен деталей и световых элементов, так и манит, чтобы разгадать Чувашию. Но 1 декабря, когда республики для презентации своего потенциала отдали чуть ли не все площадки ВДНХ, жителей и гостей столицы окунать в национальный колорит начали прямо в фойе выставочного павильона. Не только традиционным фольклором завлекали. Прямо в фойе можно слушать чувашскую песню и подпевать. Дошла из ча. Дошла из чу-ча-ча, 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 дошла из чу. Мы живем в Москве, сами из Чувашии. Это моя дочка даже в школу не пошла. Приехала смотреть на своих. Дорогие наши земляки, гости сегодняшней выставки «Россия» на территории ВДНХ, я искренне приветствую сегодня здесь от Чувашской республики, и мы сегодня постараемся представить здесь максимально содержательно, широко традиции, культуру, достижения, кухню. Чувашия, саламлат, пар, юрадат, пар. Бабушка, дедушка, а за нею Серепиди юрадат. Большинство здесь много находится сиянчики. Да вы что, сейчас, да, случайно встретились все? Случайно друг друга. Кунда да бирле, мускавра да бирле бир. Өсеме келан бирле булар.
Я бір Подмосковье бұрнап бар. Спира курас келет пиде. Барам біле, ялагені бек тойын айтыбан? Ой, пиде чаплап пиде. Хамыр табан сені көрді бекек тойын айды. Ебергенде кесек тұнса сирей бата қыннана, берені бада сұмма сұса бірса көрір қыннана. Ебергенде кесек тұнса сирей бата қыннана, берені бада сұмма сұса бірса көрір қыннана. Кстати, чтобы встретиться в самом центре Москвы с земляками, гостям пришлось преодолеть не только географическое пространство, но и временное. Отныне поговорить по душам можно не только с нейроголограммой чувашского просветителя Ивана Яковлева, но и с легендарным комдивом Василием Чапаевым. Фишка этого интеллектуального чуда – травить анекдоты. Встречаются два чуваша. Один спрашивает другого: «А ты знаешь, что Чапаев был чуваш?» На что второй отвечает: «Конечно знаю, я же его сосед был». Ваша там копия нейросети, так сказать, отлично шуточки, анекдоты там рассказывают. В вашем арсенале есть тоже что-нибудь смешное? Однажды я Петьку спросил: «Петька, скажи, а что такое тактика?» На что Петька мне такой: «Это когда, Василий Иванович, я в атаку иду, а ты в окопе сидишь». А пообщаться со сказочным великаном Улыпом не хотите ли? Оживить героя чувашского эпоса удалось благодаря VR-технологиям. В День Республики регион представил проект, над которым работали с коллегами из РИА Новости. Я Улып, защитник и покровитель чувашского народа. Эта игра приправлена национальными легендами, традициями. Скоро на всех игровых платформах. Но сейчас отправиться в виртуальное путешествие и разгадать тайны происхождения нашего народа можно только на стенде ВДНХ. Кстати, приключения начинаются с опушки леса. В ее центре старейшина чувашских дубов. Ему уделили особое внимание не только в виртуальной реальности. Национальный исполин удостоился награды «Российское дерево года». Диплом вручили прямо на ВДНХ. Каждый год, чтобы посмотреть на 372-летний дуб, приезжают сотни туристов. Впрочем, в Чувашии немало мест, которые стоило бы посетить. Отныне открывать край 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок можно будет с ветерком, на машине. Регион планирует включиться в пилотный проект по развитию автотуризма. Идею обсудили на ВДНХ во время празднования Дня Республики. Пожалуй, заседание в таком формате Комитет Госдумы по туризму провел впервые. У нас Чувашская республика очень удобно расположена между Москвой и регионами Урала и Сибири. По ее территории проходят крупнейшие федеральные автодороги. В ближайшее время заработает уже и запустится скоростная автодорога М12 на всем ее протяжении. Безусловно, открывают перспективы, но как важно создать современную инфраструктуру, которая соответствует уже сегодня требованиям наших российских, русских путешественников для того, чтобы задержаться. А что еще может вдохновить туристов, чтобы сделать остановку в Чувашии? Стенд наш называется «Чуваши благо дарит». Благо дарит, то есть со всех сторон. И в частности, представляя здравоохранение Чувашской республики. И действительно, здравоохранение Чувашской республики за последние годы очень сильно трансформировалось в лучшую сторону. Огромные позитивные изменения. И самое главное, достигнуты те результаты, которыми можно на сегодняшний день гордиться. Дарить благо решили в буквальном смысле. Стоматологи, офтальмологи, представители местных здравниц на 3 недели десантировались на ВДНХ и взяли под контроль здоровье посетителей. Изменения практически, наверное, уже у каждого третьего имеются. Именно те, кто приходит и проверяется на данной экспозиции. За неделю офтальмологи проверили зрение более 6 тысяч посетителей. Чтобы дать возможность гостям лучше рассмотреть выставку, она, напомню, будет работать вплоть до апреля, разыграли сертификаты на лечение. Я давно мечтала сделать коррекцию. Для меня это такая вот большая мечта. И для меня сегодня такой приятный сюрприз. Я в Чувашии никогда не была, и это, конечно, еще один большой повод приехать и посмотреть замечательный край. Сейчас идет представление чувашской свадьбы на сцене. Если честно, очень много народа. Люди сидят уже на полу.
Вообще волонтеры признались, которые здесь работают, очень многие регионы представили именно свадебные обряды, и сегодня настоящий аншлаг. Говорят, такого еще не было, чтобы столько гостей было на свадебном представлении. Юратна açvazıyım. Birine-biri yuratsa, geliştirse buruna. Vaddisen sumakençeyn anırdı. Как вам чувашская свадьба? Прослезились? Супер. Мы ради этого приехали. Откуда приехали? Замечательная свадьба. Перед вами красивый и необычный обряд переодевания невесты. У меня тоже такая же свадьба была, в национальных костюмах. И практически я вспомнил свою свадьбу. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, по вашему взаимному желанию и согласию, ваш брак регистрируется. Не меньше, чем вы волновался, честно говоря, там сидел. Я не знаю, как вам, наверное, волнительно. Я от всей души вас поздравляю с этим знаменательным днем. День очень важный, день поворотный, но он замечательный, потому что вот вы становитесь сильнее. Спасибо. Вы как розочка, правда? Спасибо. В день свадьбы все чувствуют себя звездами, нам кажется, и Мы стараемся не зазвездиться, скажем так. Вот. Мы такие, какие мы есть. Кстати, чтобы свадьба Максима и Анастасии состоялась, потрудилось немало специалистов. Привлекли ученых, историков, подняли архивы. Показать настоящую чувашскую свадьбу со всеми обычаями, традициями 20 века – тот еще вызов. Кстати, глава Чувашии в этот день тоже решила примерить на себе свадебный кафтан – хыс. Тренд на национальную идентику подхватили и рядовые земляки. Откуда такой костюм у вас? Сама его шила, авторский проект. Я автор-исполнитель из Чувашии Валентина Семенова. Кто у нас тут? Тут Екатерина, Петр I, Анна. И Елизавета в том числе. Царские монеты, настоящее серебро. Раньше женщины носили до 40 килограмм серебра. Господи. Да. А здесь сколько, кстати, посчитали? Килограмма 3. У меня вот тоже есть небольшой браслетик, как раз таки это вы делали. Да. О, я монету делал. Да. Вот нить жизни, это и есть звезда, вот это вот семена, семена. Бисер, это есть семена. Праздник праздником, но обед, как говорится, по расписанию. В этот день посетители привлекали и щедрыми столами. Команда лучших шефов во главе с послом гостеприимства Чувашии Евгением Шуваевым приехала в Москву, чтобы удивить столичных жителей и гостей настоящими национальными деликатесами. В меню только фермерские чувашские продукты. Очень вкусно. Я даже поинтересовалась, где продается, но сказали, что все они продаются только вот одно. Приезжать в Чувашию нужно, значит? Обязательно. В режиме нон-стопа 8 часов подряд. Повара варили, жарили, коптили, кормили и поили всех желающих. Приготовили более 500 дегустационных блюд. Очень хорошая кухня чувашская. Первый раз вижу, что так хорошо готовят. И очень хороший повар. Все чистенько, все аккуратненько, всем раздают. Даже глава Чувашии вызвался накормить гостей и принял участие в одном из мастер-классов. Как у нас называется блюдо? Копченый язык. Поэтому как коптить там, где нельзя коптить. Ну, на самом деле, запах великолепный, вкус замечательный. Вкусно. Попробуйте. Всем посетителям достались такие мини-порции деликатеса. Будем пробовать язык барана. Побалуем. Если за то, чтобы гости в ВДНХ ушли домой сытыми и довольными, отвечали шефы, то за чудо Хельмучи Юрпике. Вам не жарко? Өргөн болдыр, мана сивимар. Эбир сире сивя болдыр дезе шутлат бір битха. Я бір куда
Çok sabitse gabır. Ну, халех, хаван поста пощавадып та пурнеде сиве дедеп. Сиве! Халех бар кыш самантран. Тебрернере. Чувашские волшебники приехали в столицу по особому случаю. В первый день зимы на главной аллее ВДНХ зажглись новогодние елки. Каждый регион украсил зимнюю красавицу по своему усмотрению. Чувашская ель предстала в национальном одеянии. Вместо гирлянды – умшаке, а вместо традиционных игрушек – орнаменты. Сирепурнеде, шилхарзай килеген, шене жил я тебе саламладым. Ырлых, сывлых, телей, юраду надо. Перевод потом скажу. Так и быть, переведем за зимнего волшебника. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем счастья в полный дом. Ну а коль вы еще не придумали, в какой регион отправиться за впечатлениями в новогодние каникулы, запланируйте поездку на ВДНХ, где представлены все субъекты страны. И не забудьте заглянуть на стенд родной Чувашии. Стану над рекою